Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную и теплую поддержку, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Кто за вами следит, кто за вами наблюдает? Загадайте, пожалуйста, на себя и давайте вместе посмотрим, кто этот человек и зачем он это делает. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, интересно. Очень, кстати, неожиданно. Здесь показано, что какие-то недобрые люди за вами следят. Какими-то как шакалами показали этих людей. Это не один человек, их двое-трое. Они за вами следят. Это либо ваши враги, либо это ваши конкуренты. А следят они, потому что вас очень сильно боятся. Следят, потому что вас ничего не берет, потому что вы очень сильная, и ваше существование для этих людей как будто бы угроза. Так мне идет. Эти люди много попыток предпринимали, чтобы вам навредить, либо чтобы от вас, в принципе, избавиться. Но все их попытки обернулись крахом. И все, что они сейчас могут, это просто за вами следить. Следить и удивляться, да, откуда у вас силы, откуда у вас столько энергии, мощи, что вас ничего не берет, что вы идете только вперед, вы достигаете своих целей, вас невозможно остановить, вы постоянно развиваетесь, вы постоянно меняетесь. И еще тут такой момент показан, что вы все лучше и лучше становитесь, все успешнее и успешнее, все краше и краше. Чтобы не выпало вам на дороге жизни, какие бы сложности, проблемы, вы с этим справляетесь. И вот эти шакалы, которые за вами следят, они просто воют от отчаяния. Ничего вас не берет, с вами ничего невозможно сделать. Эти люди, они в свое время как-то очень активно против вас выступали. Но вам удалось их победить, вам удалось их, куда-то задвинуть, отодвинуть, отпугнуть. Потом эти люди чем-то пользовались, чем-то магическим, запретным, какими-то тайными практиками. Желание было навлечь на вас беды, стереть вас с лица земли. В общем, порчу делали на вас. Не буду тут много рассказывать об этом, потому что меня люди разные смотрят, есть и очень впечатлительные. Но здесь показано, что все их попытки, все их действия были обречены изначально на провал. И все это крахом пошло. У одного из этих людей уже руки опустились, и этот человек как вышел из игры. Но все равно получает информацию от других двух. Кто они вам? Я не могу сказать, это все-таки общая отсыпка. Но мне здесь 3 шакала показали. Один уже отошел, хвост поджал, а 2 еще за вами пристально следят и наблюдают. Единственное, что уже нет этих попыток вам навредить, потому что это все проигрышные варианты и вас ничего не берет. Теперь этих шакалов мучает вопрос, кто вы такая, почему вы такая сильная, почему вам невозможно навредить, почему вас ничего не берет. Здесь именно любопытство. Они столкнулись с тем, чего они не понимают. Ведь они вас считали обычной женщиной, да, обычным человеком из плоти и крови. А тут на тебе такой нежданчик. Вы все сильнее и сильнее, вы все успешнее и успешнее, и даже как-то выглядеть по-другому стали, гораздо лучше, чем выглядели, допустим, может быть, несколько месяцев назад. И тут недоумение, тут шок, тут страх, и все это смешалось в одну кучу. Кто за вами следит? Да враги ваши за вами следят. Следят, потому что ничего другого предпринять не могут. Вы настолько сильная, вы настолько мощная, вы настолько разрушили все их планы, настолько вы их застращали, что они только могут за вами следить. И то украдкой они это делают, именно украдкой. Дальше показывают мужчину. Мужчина
у вас с ним одна дорога. То ли вы вместе с ним работаете, то ли вместе спортом занимаетесь, может быть, учитесь вместе, то ли вы с этим мужчиной в прошлом были чем-то связаны, вот одной дорогой шли. Мужчина, который ключ ищет, ключ либо к вашему сердцу, либо ключ к тому, чтобы вернуться опять в вашу жизнь. Вы для этого мужчины сейчас, в сегодняшнем дне, просто недоступны. Вы очень высоко находитесь, а он слишком низко. Тут еще, кстати, и социальная разница может отыграться, и возрастная разница может отыграться. Ему жизненно важно как можно больше собрать о вас информации, узнать, как вы живете, с кем, чем, что вам нравится, что не нравится, чем интересуетесь. Это какая-то, знаете, жизненная потребность о вас знать. Да? Вот я хочу все про нее узнать, все разузнать хочу. У этого мужчины большие планы на вас. Опять же, вот серьезно, это общая отсыпка. У кого-то отыграется, что это мужчина лишь только попытается войти в вашу жизнь, а у других это мужчина из прошлого, который пытается вернуться в вашу жизнь. Знаете, он попробовал, как это без вас, как это плохо, холодно, голодно, одиноко. И теперь вот прям бросает все свои силы на то, чтобы вас вернуть. Этот мужчина, он пользуется чьей-то помощью. В вашем кругу есть человек, кто поддерживает контакт, связь с этим мужчиной и очень много про вас рассказывает. Мужчина ждет какого-то повода, случая для того, чтобы к вам подойти, да, для того, чтобы вам обозначить свою позицию. Вот. Но дорога у вас общая. Как ни крути, все равно вы где-то видитесь, соприкасаетесь. Также показано, что этот мужчина, он на что-то деньги собирает, на что-то, что связано с вами. Может быть, для того, чтобы за вами красиво, по-богатому ухаживать. А может быть, он что-то про вас знает и хочет именно вам деньги дать, да, тем самым вас подкупив. Но вот вижу, что собирает, это точно. Дальше кто-то из родственников за вами наблюдает, но здесь больше как наблюдение с целью быть в курсе ваших событий, потому что вы дама скрытная, вы редко кого посвящаете в свои дела, планы, вы умеете быть молчаливой, вы умеете быть такой таинственной. И мне кажется, что это кто-то, кто вас очень сильно любит и кто очень сильно за вас переживает. Может быть, мама, да, родители, может быть, там, сестра либо брат. Здесь именно переживания. Переживания толкают человека на то, чтобы собирать о вас информацию, либо за вами как-то украдкой подглядывать, чтобы знать, что с вами происходит. Может быть, даже для личного успокоения, да, чтобы не было таких сердечных переживаний. Но здесь человеку крайне редко удается что-то про вас узнать. Скорее, человек больше живет в неведении, больше живет как расспросами. Да? Может расспрашивать ваших подруг, может расспрашивать ваших соседей, да, в таком ключе. Но особо никакой информации не получает. Дальше. Еще один образ. Но здесь кто-то очень... Либо очень должность высокая, либо человек, власти много в руках. Вот в таком ключе показали человека. У этого человека к вам интерес чисто профессионального характера. Ну, допустим, это может быть ваш руководитель, и этот человек собирает о вас информацию, желая, например, понять, кто вы такая, для того, чтобы, допустим, предложить вам повышение, либо предложить какое-то серьезное дело, может быть, вас к себе приблизить, сделав вас своим доверенным лицом. И также, возможно, вы в какие-то структуры обращались для того, чтобы обрести какую-то помощь, поддержку, может, какие-то субсидии. И этот человек, он как тогда уполномоченное лицо, который собирает о вас информацию, действительно ли вам нужна эта помощь, да, стоит ли вам эту помощь предоставлять. Вот в таком ключе. Но этот человек, он к вам расположен благородно. Тут нет каких-то чувств, да, что там влюблен, либо еще что-то желает. Нет, здесь именно благородство. И здесь желание узнать действительно, кто вы такая. И желание, опять же, то ли вас повысить, приблизить к себе, то ли вам помощь оказать. Да, что вы вот действительно достойная кандидатура для того, чтобы вам оказывать помощь. Ведь люди разные бывают, да, многие пользуются там льготами, многие себе там что-то приписывают.
Либо люди делают себе карьеру не на знаниях, а, допустим, на каких-то связях, да, либо там, по-родственному. Вот для человека важно знать, кто вы такая, и важно для себя лично убедиться, что вы достойны доверия, либо вы именно тот человек, кому помощь, например, положена. Вот, так что, мои хорошие, такая картина вышла. Кстати, еще показано, что вы людей чувствуете. Вы людей чувствуете, вы чувствуете эмоции людей, вы чувствуете настроение людей. И даже у кого-то из вас отыграется, что вы можете чувствовать, если человек чем-то болеет. У вас прям как сенсор, да, какой-то на людей стоит. Не всегда вы себе верите, но тем не менее вы можете чувствовать людей. Безошибочно, если вот потренироваться, безошибочно можете определять, как человек к вам относится, есть ли у него камень за пазухой, либо этот человек хороший и хорошо к вам относится, хорошо вас воспринимает. В принципе, я не знаю, вам, наверное, не нужна была эта отсыпка, да? Вы ведь и сами про себя очень многое знаете, либо при необходимости вы очень много можете узнать. И, кстати, вижу, что вам люди часто снятся, разные. Снятся люди больные, здоровые, снятся люди в цветных снах, в черно-белых. То есть тут тоже маркеры и тоже подсказки. То есть вы через сны тоже можете получать информацию по поводу того, как люди к вам относятся. И еще здесь показано, что тот человек, кем вы очень сильно интересуетесь, хотите про этого человека узнать, тоже очень сильно в ответ интересуется вами. Между вами и тем, кто вам интересен, очень сильная эмпатическая связь. Возможно, это симпатия. У одних отыграется, у других отыграется воспоминание о ком-то из прошлого. Вы думаете об этом человеке, хотели бы узнать, как он, что он. И этот человек в ответ думает о вас. И тоже хотел бы узнать, как вы, с кем вы, что вообще случилось в вашей жизни. Вот это тоже показано. Вы друг друга как будто бы ищете во времени и в пространстве, да, друг другом интересуетесь. Между вами серьезная связь, и эта связь, она чем дальше, тем сильнее становится, либо она укрепляться начинает. И это хороший знак. Это знак того, что вы обязательно с этим человеком друг друга найдете, либо встретитесь, пообщаетесь, да, все про друг друга узнаете. Так, мои хорошие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.